12 слово. У нас не повернется язык осудить человека, который совершает то или иное дело, оставаясь благочестивым. Подкупает его чистое, благое намерение, и мы сожалеем лишь о том, что этот человек не обладает еще и знаниями. Да, мало быть богобоязненным, и хорошо. Если бы люди всегда помнили два необходимых в жизни условия: первое – это убежденность в могуществе веры, второе – стремление к познанию ее смысла. Если кто-то уверовал, что он познал смысл религии и жизни, и перестал совершенствоваться, то пусть знает, благочестие его не настоящее. Люди же, которые надевают чалму и величают себя поборниками поста и молитвы, считая только это главным в богослужении, но не знают истинного назначения веры, достойны уже всяческого осуждения. Они уподобились людям, которые вместо того, чтобы думать о возвышении души, ищут удовлетворения и покоя. Нет истинной веры без усердия и воздержанности ее слуг, без постоянного переживания и борьбы за ее чистоту и возвышенность.